Linnavolikogul liikmete töös, Avansjärve linnavolikogu istung. Oma puudumisest teavitasin ära ühte jah, teised ei ole teadnud sellest, aga siis hakkame töötama. Kas on mingid ettepanekud päevakorra kohta? Есть ли какие-либо предложения по повестке дня? Замечания? Siis kes on päevakorra vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Пожалуйста, кто за повестку дня, прошу голосовать. Kõik on poolt. Päevakord on kinnitatud. Päevakorra esimene punkt Siramäe linna liisaeelarve ettekandja Tallinna pea Tatjana Ivanova, kaasettekandja volikogu rahanduskomisjoni liige Maria Kahova. Пожалуйста, Татьяна. Уважаемые депутаты, наше управление подготовило второй проект плана дополнительного бюджета следующего года. И большей частью проект был направлен у нас на изменение инвестиционной нашей деятельности. Третье приложение. Я начну с него, а потом вернемся к доходам и расходам. Что касается наших инвестиций. Восьмой пункт нашего списка инвестиционных проектов уменьшаем на 3219 евро. В части внешней финансовой помощи, то есть мы планировали на эту сумму у нас в бюджете больше, пока запланировано, и уменьшаем, то есть уточняем до той суммы 670 981 евро. По факту мы уже получили деньги, перечисленные в бюджет. Что касается пункта 9 наших инвестиций, мы планировали и ожидали внешнюю помощь на подготовку проекта перестройка перекрестка Павлова-Кирова. Фонд не поддержал наши ходатайства, и поэтому мы уводим в минус плановую сумму. Сумма 423 079 евро, деньги целевые на наш сервис Киркус, и сумма у нас аккумулирована из источников, из городского бюджета и поддержка внешней финансовой помощи в сумме 348 184 евро. И в ходе уже подготовки и реализации этого проекта ясно, что Рахманское министерство будет напрямую эти деньги, финансовую помощь внешнюю, перечислять непосредственно подрядчику. Что касается нашей суммы 74 895, мы также уводим их из расходов Кукивара, из расходов, которые мы вкладываем в основное имущество. И эта строчка у нас появляется новая строка, выдаваемое целевое финансирование. Вот этого у нас не было, это идет с минусом. И вы видите, мы планируем нашу долю 74 895. Это первая сумма, которая на этот год запланирована. И после того, как вы утвердите представленный проект, то городское управление заключает договор с больницей, и по целевому назначению мы эти деньги перечисляем больнице. Что касается пункта 15-го, главное культуре Киркус, специальная каждая, то здесь мы оставляем только 12 000 евро, которые целевым назначением идут у нас на установку противопожарной лестницы на Чкалова 25 здания, а сумма 12 716 евро, которая также направлена на выполнение предписаний, связанных с вентиляцией с электрикой в здании Центра культуры, мы уводим из инвестиций в расход основной деятельности Центра культуры. И 21 пункт 10 269 евро, это пункт, который у нас перешел из расходов 2017 года. В январе были закончены работы. По факту сумма составляет 9780, мы планировали 10 269. То есть эту сумму мы в размере 9780 перечисляем, переводим в основные расходы текущего ремонта детских садов мультики, и 489 евро у нас свободные деньги, которые идут на покрытие тех расходов и решение вопросов, которые стали перед нами на сегодняшний день расходной части бюджета. Что касается целевого финансирования, о чем я уже сказала, вы видите, что 3219 и 40 тысяч мы уводим из пункта 3 ожидаемого целевого финансирования внешней помощи, уменьшаем на 40 219 и долю внешней помощи по сервису Киркус мы также уводим из нашего бюджета.
Больше никаких изменений в нашей инвестиционной деятельности не сделано, и с учетом всех плюсов и минусов наша инвестиционная деятельность уменьшается на 22 985 евро. И теперь уже непосредственно к доходам основной деятельности. 573 тысячи денежных средств детского сада «Теннис», которые они получили вследствие того, что они готовили сувениры, провели ярмарку, продали сувениры, и деньги получили 573 тысячи, и в расходной части бюджета по целевому назначению эти денежные средства идут на детский сад «Теннис», на покупку дополнительных игровых элементов на прогулочных площадках. Две следующие суммы 1000 евро и 2880. Это касается денежных средств нашего сюжета. И если говорить о денежных средствах 2880 евро, это государственные денежные средства. На эту сумму мы увеличиваем план, который у нас утвержден в бюджете. Эти деньги поступают из КТАУ «Бизнес Саммит» с целевым назначением на услугу, которую предоставляет наше учреждение «Сюгет», направлена на людей с особыми потребностями для адаптации их в жизненной среде. Стоимость этой услуги с января месяца увеличилась, и поэтому до конца года мы ожидаем получить на 2880 евро больше, и в расходной части бюджета по целевому назначению эти денежные средства уходят на увеличение персональных расходов. 1000 евро – это также доходы сюжета. Здесь вопрос увеличения в следующем. Директор сюжета обратилась к городскому управлению о введении дополнительных ставки социального работника, чья работа направлена на помощь нуждающимся людям дома. Получается, что 5 дней в неделю эта помощь со стороны сюжета оказывается нуждающимся, а в субботу, воскресенье, праздничные дни эти люди остаются один на один со своими проблемами. И чтобы с 1 мая внедрить эти 0,5 ставки, был сделан расчет, и те клиенты, которые получают такую помощь, они делятся так, кто платно получает эту услугу, а кто бесплатно. Бесплатно получает услугу тот, кто совершенно одинок, нет у него никаких родственников, никто не может ему помогать в финансовом плане. И платная услуга 3,50 в час стоит, и поэтому здесь мы сделали расчеты, исходя сколько людей находится на платной услуге, и до конца года Сюгет, если мы вводим эту 0,5 ставки, может получить 1000 евро. И эти деньги по целевому назначению персональные расходы. Со стороны Министерства образования мы получили уже, выделено нам 70 349 евро, которые по целевому назначению идут на выплату дополнительной заработной платы учителям Московской школы в размере 30%. Такие денежные средства уже на протяжении многих лет по целевому назначению мы получаем. 12 130 евро. Целевые деньги, которые сформулированы из нескольких сумм. 1902 евро уже Министерство финансов перечислило нам на восстановление расходов, которые мы понесли в прошлом году, когда проводили опрос по объединению местных самоуправлений. 2025 евро денежные средства Ван Ленополь, которые собраны от родителей на участников таких проектов школьных, как «Лотус Поле» и «Синяя птица», это кукольный театр, и по целевому назначению эти деньги будут тратиться. 1799 евро наша гимназия, часть из них это сертификат 109 евро, и остальная сумма это братья ресурсы ДАНИС с целевым назначением на проведение профильного лагеря. 300 евро получила у нас музыкальная школа от культур «Капитал» на транспортные расходы по подготовке нашего хора музыкальной школы к празднику песни, который в 2019 году состоится. 5600 собрал наш центр культуры, и конкретно это плата родителей, участников таких коллективов, как «Анфас» и «Котель», для поездки этих коллективов на фестивале. И 504 евро улей Петукаса. То есть деньги по целевому назначению мы собрали доход, и по целевому назначению они пойдут в расходной части бюджета, каждая сумма на случай учреждения, где они получены. И 113 евро денежные средства по договору страхования за разбитое окно в спортивном фестивале. На 87 050 евро увеличились у нас
нас наши доходы основной деятельности и расходы основной деятельности. В сфере управления, куда входит наша централизованная городская бухгалтерия, мы перераспределяем денежные средства, мы не добавляем ничего на бухгалтерию, уменьшаем хозяйственные расходы на 2500 евро и на эту же сумму увеличиваем персональные расходы, чтобы хоть немножко поднять заработные платы нашим бухгалтерам, которые сегодня работают на очень низкой, обыкновенный бухгалтер работает сегодня на 540 евро. Поэтому мы проанализировали возможность сделать такое перераспределение. До конца года надеемся, мы с руководителем смотрели, надеемся, что на хозяйственные расходы денег хватит, но можно с 1 мая увеличить немного заработной платы нашим ветеранам. 4155 евро уменьшается наш резервный фонд по целевому назначению, деньги идут на те проблемы, которые возникли на сегодняшний день. 118 евро получает наш спорткомплекс годового страхования, 338 ЕСН, Калза 14, где работает наш открытый молодежный центр, на работу, связанную с теплоузлом. Напомню, что здание это на балансе города, и ЕСН – это организация аренды для проведения молодежной деятельности. Центр культуры 5600 получили целевые деньги, собранные от родителей, 12716 евро, как я уже говорила, из инвестиционных расходов переходят у нас расходы основной деятельности и решаются проблемы по выполнению предписаний для страны. 2102 евро, детский сад это дополнительные деньги за счет резервного фонда, 2802 евро на покупку и установку новой электроплиты, поскольку работающая плита пришла в негодность, и 300 евро на дополнительный полис 15 человек по оказанию первой медицинской помощи для детей. 15 человек это учителя и помощники, а медицинская помощь направлена на детей. 939 евро детский сад 5. Замена колоритера можно 366 евро и 573 евро, как я уже говорила, в доходах они собрали от ярмарки. Янюсики 9780 мы увели из расходов инвестиционной деятельности на текущий ремонт по детскому саду. Это ремонт цепления полов в всех бассейнах. Эстонская школа получает свои 70449 евро со стороны Министерства образования. Памятная школа свои 2025 евро, которые они собрали и получили от эдукаса. На памятную школу дополнительные деньги выделяются 652 евро для работ, которые направлены на переоборудование пункта охраны, система охраны. То есть до этого была связь через телефонную сеть, теперь это будет через интернет. Гимназия получает свои целевые деньги, о которых я говорила в доходах. Музыкальная школа также получает все деньги от института «Капитал», УНИ получает от СКАСа. И вот по нашему Сюгису, по 2880, я напомню, что расходы Сюгиса, как персональные, так и хозяйственные, финансируются из двух источников: городской бюджет и бюджет государственный. В лице социал-гендерного санэса. И вы видите, что по целевому назначению мы персональные расходы на 2880 евро увеличили, которые ожидаем получить со стороны государства до конца года. 1000 у нас, как я уже говорила, в доходах расчетный ожидаемый доход по СЮГИС под внедрение 0,5 ставки социального работника. Но 1000 не хватает, и если расчет мы делаем с 1 мая, то необходимо 3088 евро. То есть добавляем еще наши бюджетные деньги, и тогда с 1 мая эта услуга начнет уже действовать. Все эти изменения нашли отражение в нашем исходном бюджете. По критерию всего доходы основной деятельности 87 050, расходы основной деятельности увеличились на 110 035 евро, и мы понимаем, что расходы увеличились больше, чем доходы, на сумму 22 985 евро, то есть это его студия наш уменьшился, и результат основной деятельности. Но на такую же сумму у нас уменьшилась инвестиционная деятельность, и проект, представленный вам, проект бюджета, он сбалансированный, и вот такие изменения городского управления предлагают во втором дополнительном бюджете. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, вопросы докладчика.
Валерий Григорьевич, добавить. Ну, мы рассмотрели на комиссии изменения, предложенные городским управлением. Хоть времени прошло, от коррекции бюджета совсем мало, но мы живем в век космических скоростей, время летит вперед со скоростью света, 300 тысяч километров в секунду, и бюджет наш, изменения там появляются буквально не по дням, а по часам. И поэтому мы не мы, точнее, городское управление скорректировало, все коррекции корректные, все изменения корректные, правильные, и поэтому мы предлагаем внести эти изменения. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы еще раз повторяю, есть ли замечания, предложения? Возвращаемся тогда к проекту постановления. Есть ли какие-либо замечания по проекту? Если нет, тогда прошу голосовать. Кто за принятие дополнительного бюджета города Славян за 2018 год, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это мы можем. Это вопрос не возможно. Мира. Тема 41. Функция соответствующая максимум секунд. 12 пункт в повестке дня. Порядок выплаты социальных пособий. Этиканья. Татьяна Башкова. Татьяна Башкова, пожалуйста, вам слово. Уважаемые депутаты, городское управление подготовило проект порядка выплаты социальных пособий в городе Силане. В соответствии с параграфом 14 закона о социальном обеспечении местное самоуправление устанавливает порядок оказания социальной помощи, который должен содержать описание пособия или услуги, их финансирование, условия финансирования, а также порядок ходатайства и выплаты оплаты услуг и выплаты пособий. Местное самоуправление может организовать социальные услуги, платить дополнительные социальные пособия на условиях и порядке, установленном местным самоуправлением. В настоящее время у нас действует порядок, который регулирует как выплаты социальных пособий, так и оказание социальных пособий. Мы предлагаем принять отдельное постановление по выплате пособий и отдельное постановление по оказанию услуг. Данное постановление определяет условия и порядок выплаты социальных пособий за счет средств, предусмотренных в городском бюджете для оказания социальной помощи. И этим постановлением не регулируется использование средств, выделенных городу через статусный фонд. Виды пособий и их размеры остаются у нас прежними, никаких новых пособий у нас не вводится. Похоронное пособие больше этим порядком не регулируется, а регулируется отдельным постановлением, принятым ранее. Я бы хотела, наверное, не каждый пункт так прям рассматривать пособие, потому что, в общем-то, они остались прежними, а подробнее остановиться на изменениях, которые произошли в нашем пособии. Произошли изменения в отношении лиц, которые могут ходатайствовать по пособию. В предыдущем варианте порядка ходатайствующий должен был прожить в городе не менее года. В данном варианте мы предлагаем этот срок сократить до 6 месяцев. То есть ходатайствовать о пособии имеет право лицо, которое нуждается в помощи, для которого по данным регистра народного населения город Коломей является постоянным местом жительства в течение не менее 6 месяцев. Ходатайствовать о пособии в связи с поступлением в школу, либо о пособии в связи с началом учебного года, имеет право также лицо, для которого по данным регистра народного населения город Соломей не является местом жительства, но ребенок которого по данным регистра народного населения является жителем города Соломей и учится в школе города Соломей. То есть родители могут быть, в связи с тем, что у нас сейчас с работой не очень хорошо, некоторые родители работают в других городах и регистрируются в тех городах, чтобы использовать поставленный, например, тоже бесплатный транспорт, но дети продолжают быть жителями города Соломей и учиться в наших школах. И вот таким детям мы все-таки предлагаем выплачивать школьное пособие. На настоящий момент оно не выплачивается в нашем уставном порядке. Так, еще одно изменение касается ходатайствующих об оплате места в детском саду. На настоящий момент у нас могут ходатайствовать об этом только малообеспеченные семьи. Эта возможность у них остается.
И плюс мы еще предлагаем возможность оказать учреждениям, воспитывающим 4 и более детей. В настоящее время в городе 14 таких семей, где есть дети до 7 лет, то есть которые потенциально могут быть посещать детский сад, да? И в таких семей 39 детей посещают детский сад. 14 семей, 39 детей посещают. Но в то же время у этих семей остаются обязанности по оплате питания в детском саду. То есть могут ходатайствовать они об освобождении от оплаты за место. Другие, также еще, значит, важное изменение понятия малообеспеченного лица. В предыдущем порядке понятие это было привязано к черте бедности. В настоящем порядке мы предлагаем это понятие привязать к минимальной заработной плате. Каким образом? Значит, малообеспеченное лицо или семья, это лицо или семья, доход которых в месяц на одного члена семьи после вычета расходов на проживание, то есть после вычета всех коммунальных платежей за жилье, там, за воду, за газ, составляет не менее 50% от минимальной, на каждого последующего члена семьи не менее 40%, да, от действующей ставки минимальной заработной платы. То есть это расширяет круг потенциальных ходатайствующих о видах пособия, которые зависят от доходов. И мы считаем, что это обосновано, потому что до настоящего момента могли ходатайствовать, в общем-то, только люди, которые получают пособие по бедности. Да? А люди, которые, в общем-то, работают за минимальную заработную плату, тоже испытывают затруднения, но по действующему порядку ходатайствовать не могли. Другие дополнительные социальные пособия, которые не перечислены в настоящем постановлении, выплачиваются нуждающемуся в помощи лицу распоряжением городского управления на основании предложения социального отдела. В принципе, у нас так было, только без предложения социального отдела. Вот сейчас добавляем предложение социального отдела. То есть социальный отдел делает оценку необходимости предоставления этого пособия, и тогда городское управление принимает решение. И если данный порядок будет одобрен и принят, то порядок выплаты социальных пособий оказания социальных услуг, который в свое место городское управление принимало в январе 2015 года, признается недействительным. Коллеги, вопрос, пожалуйста, Александр. Татьяна, спасибо за доклад. Я повторяюсь, как господин Булдаев, отсутствующий, это не говорит. Насколько я помню, из средств по оказанию социальной помощи выплачивались у нас выплаты почетным гражданам города. Это где сейчас, где эти суммы сейчас фигурируют и чем это... Где присвоение звания, да, или как там это правильно называется, этот порядок, там это определено. Нет, Александр имеет в виду, нет ли необходимости это пособие включить в перечень тех пособий, поскольку в данной ситуации выплаты продолжаются ежегодично тем, кто уже получает. У меня вопрос. По крайней мере, когда на Горуправах утверждались программы, программы по использованию средств конкретными цифрами, там была выплата почетным гражданам, а здесь этого в этом порядке нет. Я не знаю, может этого здесь и не надо, ну, как же надо, да. То есть на основании каких тогда вы постановлений или там решений выплачиваете, ну, подписываете документы по выплате вот этих почетных граждан. Ну вот где порядок, там есть отдельный порядок. Там прописано. Там написан этот пункт. И там написано, что выплачивается средства социальной помощи, да? Ну, вот про это не могу сейчас говорить. Про размер там установленный и какой, из каких средств выплачивается сейчас у меня. Но мы принимаем позже. Это уточнение делается в распоряжении Горуправа. Когда мы принимаем так называемую социальную программу, у нас там таблица, и там уже указан источник. Да. Ну, то есть это здесь отражать не надо. Это мы не называем это пособие, это понятно. Отдельный порядок из этой статьи бюджета, но это не относится, то есть это не является прямой социальной помощью. Понятно. Все, вопросов нет. Так, еще, пожалуйста, уважаемые коллеги. Татьяна, у меня можно вопрос. Это очень правильно, что сейчас привязали, в том числе к минимальной заработной плате, которая меняется, не нужно будет менять потом ежегодно, в случае изменения автоматически будет меняться этот порог. А является ли это законностью? Насколько я знаю, подобные порядки проходили даже экспертизу, так называемую правовую.
То, что мы привязываем это, или это наше право? Это наше право. И ну, сейчас у нас получается, как бы, если вот в этом действующем сейчас порядке у нас понятие малообеспеченного привязано к числу верности, а порядок, который вот регулирует у нас как раз использование средств, выделенных штатом из фонда, вот там у нас тоже привязано к минимальной заработной плате. То есть мы сейчас переходим к единому определению в наших порядках малообеспеченного. Понятно, спасибо. Коллеги, еще, пожалуйста, вопрос. Замечания? На комиссии вопрос рассматривался даже 2 раза, насколько я знаю, да? Да, на социальной комиссии рассматривалась, комиссия одобрила данный проект и рекомендует городскому собранию. Тогда, уважаемые коллеги, предлагаем перейти к процессу голосования. Кто за принятие данного порядка? Üks, kaks, kolm. No mida, kõik on poolt. Во втором пункт составление соусами форм, 3-й пункт повестки дня, порядок оказания социальных услуг и стекания Пашикова, Татьяна, пожалуйста. В законе о социальном обеспечении определен перечень социальных услуг, организуемых местным самоуправлением. Предоставление этих услуг является обязательным. В результате совместной работы был разработан проект положения, регулирующего предоставление социальных услуг жителям города Сумы. Единый порядок, регулирующий оказание услуг, дается как получателям, так и специалистам четкое представление о процедуре подачи заявок, принятия решений и получения услуг. Законом, еще раз повторюсь, четко определен перечень услуг, которые местное самоуправление должно оказывать или организовывать. И в настоящем постановлении мы рассматриваем следующие услуги. Первое – это услуга на дому. Второе – услуга, общая услуга по уходу, оказываемая вне дома, то есть это вот в учреждениях общего ухода из холода, да? Не без с особыми потребностями физическими отклонениями, а именно общий уход. Услуга опорного лица, попечение над совершеннолетним лицом, услуга личного помощника, услуга ночлежного дома, услуга приюта, услуга социального транспорта, услуга долгового консультирования и услуга по присмотру за детьми. Оказание услуг замещающего дома, да, это от мужского там детский дом, то, что мы называем, последующего попечения, а также услуга предоставления жилого помещения, которое тоже требуется по закону, регулируется другими правовыми актами Славянского городского собрания. Социальные услуги, описанные в этом порядке, финансируются за счет средств, выделенных из госбюджета в бюджет города Соломяя, и средств, скажем, из фонда, да, и средств бюджета города Соломяя, а также за счет средств самого лица, получающего услугу, или за счет лиц, имеющих обязанность по его содержанию. Услуги оказываются исходя из оценки необходимости помощи и при согласии нуждающегося в ней лица. Согласие лица у нас необходимо по закону, то есть мы все время должны спрашивать человека, согласен ли он на то, чтобы ему эту услугу оказывалась, если он беспокоится. Для получения услуг в социальный отдел подается ходатайство. Ходатайство подается в свободной форме, чтобы у человека была возможность изложить так, как он считает нужным свою ситуацию, но при необходимости в помощь ходатайствующим предоставляется образец ходатайства или заявления. Устное обращение, если поступают какие-то там посредством телефона, да, или как-то сообщают о ситуации, то служащие отдела фиксируют эти данные в регистр в инфосистеме СТАФ, в которой работают все социальные работники в Эстонии, единая система, там будет это отражено. Решение о назначении услуги принимает социальная комиссия городского управления не позднее 10 рабочих дней с момента подачи ходатайства и предоставления необходимых дополнительных документов, если они какие-то документы требуются. За оказание услуги может взиматься плата, но размер этой платы не может оказаться препятствием для получения услуги.
Если нуждающийся в услуге или его законный представитель желает ходатайствовать об участии города Северная в оплате этой услуги, то также в социальный отдел подается ходатайство. Если лицо, нуждающееся в социальной услуге или его представитель способны сами оплатить услугу и мне нужна помощь местного самоуправления, то они обращаются непосредственно к лицу, оказывающему услугу. Ну, в любом случае, даже если обращаются к социальное консультирование, работники отдела проводят, оказывают, все объясняют. Размер платы за социальные услуги, которые оказывают учреждения социального обеспечения Сюгиса, в данном порядке договаривается, либо подведомственные учреждения устанавливаются городским управлением. Плата за социальные услуги, которые оказывают другие учреждения, производится согласно заключенному договору. Ну, не знаю, нам надо останавливаться подробно на описании каждой из услуг. Ну, в принципе, тогда, если мы все это принимаем, да, то тогда вот на настоящий момент у нас действует порядок по оказанию услуги на дому от 31 мая 2016 года. И он тогда признается недействительным, и все услуги у нас будут здесь сформулированы в одном порядке. Но все-таки предоставление жилого помещения, там много очень нюансов различных, да, которые требуется говорить более подробно. Этот порядок мы все-таки предлагаем, чтобы он был отдельно. Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. У меня тогда вопросы, Татьяна, смотрю, в том числе русский перевод, 5 раз читала, только сейчас увидела. В параграфе 12 оказание так называемых услуги ночлежного дома, последнее предложение сформулировано: оказавшего услугу лицо выставляет счет, который оплачивается на основании распоряжения городского управления. Надо будет поменять, потому что в данной ситуации со стороны это может показаться, что вы приютили кого-то, вы выставляете счет, и завтра вам будем говорить, социальный отдел этот счет оплатит. Здесь, там было написано «оказатель услуги». Давайте подправим, вот здесь заметка именно в русском варианте, в эстонском правильно написано. Моя вина сама, как говорится, виновата. Так что, коллеги, вот этот момент просто имейте в виду, что здесь не совсем правильно сформулировано. В эстонском варианте сформулировано правильно. Так, пожалуйста, вопросы. Замечания. Пожалуйста. Такой же пункт есть в параграфе 13, там пункт 5. Олег, вы абсолютно правы, и в 3 местах я именно это уточнить. Там слово «лицо» стоит, в русском варианте восприятия это немножко другое значение имеет. Соглашусь с вами абсолютно, именно об этом я и говорю. Так что, говорю, когда будем публиковать русский текст, он не является официальным, но в любом случае должен быть корректным. Еще раз, это поправку, которую нужно будет исправить. Спасибо большое. Еще, пожалуйста. Да. А у нас это публикуется в первую очередь на наших сайтах. Нет, не по сайту понятно, если опубликовано какой-то сайт. Я имею в виду сайт обязательно. Если это нужно сделать в газете, уважаемые коллеги, давайте опубликуем газету, потому что, в принципе, это то, что в достаточной мере меняет существующее положение нашей социальной помощи. Исходя из Я думаю, что тогда, я думаю, против никто не будет, по-моему, это правильно. Урок постановления газете. Ну, не обязательно сразу, будем говорить. Нет, понятно, но око. Ну, по крайней мере, да. Полезно. Полезно, потому что и в первом варианте, как мы слышали, при обсуждении меняются и пределы, меняются и, будем говорить, те требования, которые предъявляются к ходатаю. То же самое здесь. Так что, уважаемые коллеги, я считаю, что это правильно. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Если вопросов нет, уважаемые коллеги, возвращаемся к проекту. Если замечаний по проекту нет, прошу голосовать. Кто за принятие данного проекта? Прошу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Итак, порядок принят. Четвертый пункт повестки дня. Сторона 1 тонуса Шиагадамина. Это Кандывали области Елена Коршунова. Четвертый пункт выражение признания города Силомея докладчика свидетельства собрания Елена Коршунова. Уважаемые коллеги, сразу вам скажу, этот вопрос достаточно будет длинным.
Поэтому позвольте мне некоторые нюансы, мне придется сейчас объяснять достаточно подробно, поскольку сам процесс выборов почетного гражданина – это процесс личного и тайного голосования, поэтому некоторые моменты я предлагаю на них остановиться более подробно. Но прежде чем перейдем к техническим моментам, я все-таки скажу о том, что в соответствии с действующим в нашем городе порядком, в соответствующие сроки, в соответствии с требованиями к представлению, было получено заявление с предложением присвоения звания почетный гражданин города. Все вы его получили по электронной почте, все вы ознакомились. Речь идет о Владимире Алексеевиче Миротворцеву. Представление сделано по поручению члена Соломецкого отделения Общества охраны природы, подписано Мариной Бажинской, член управления. Владимир Алексеевич лицо всем известное, еще раз говорю, те, кто не прочитал, нужно ли еще раз читать? Я думаю, что все вы это прочитали, но для того, чтобы перейти к процессу, в том числе голосования, я должна напомнить о тех изменениях, которые произошли в нашем законодательстве. Сегодня будет достаточно длительный процесс. Я попробую это сформулировать. Если, будем говорить, будут какие-то вопросы, я думаю, что городской секретарь поможет в данной ситуации установить истину в последней инстанции. Итак, в соответствии с изменившим законодательством, для того, чтобы провести тайное голосование, нам необходимо будет с вами, в принципе, выбрать комиссию по голосованию. Для самого проведения тайного голосования, публичным голосованием мы должны определить первую комиссию. Она определяется публично, то есть поднятием руки. 2, 3, 5 человек, вне зависимости. Эта комиссия, у нее нет ни председателя, ни заместителя, все члены этой комиссии равны. И эта комиссия будет заниматься проведением тайного голосования по выборам председателя комиссии по голосованию. Что это значит? Та же ситуация, как со всеми комиссиями. У каждого депутата один голос. Комиссия, в которой будут представлены кандидаты в письменном виде, будет подведена черта. Будет выбираться председатель комиссии тайным голосованием. Тот, кто наберет большинство, становится председателем, второй по количеству голосов становится заместителем. После этого утверждается, опять же, публичным голосованием, это процедура, выбранный председатель комиссии по голосованию выйдет перед городским собранием и представит состав своей комиссии. То есть он должен сказать, сколько должно быть комиссии. Помимо 2 членов, согласно закону, должно быть как минимум 3 члена городского собрания. После представленного списка мы с вами, уважаемые коллеги, должны это утвердить. После этого уже комиссия, выбранная путем тайного голосования вместе с председателем, заместителем и всем составом, организует выборы, тайные выборы по присвоению звания почетного гражданина. То есть, уважаемые коллеги, процедура достаточно длительная. Если я что-то не так сказала, Андрей Геннадьевич, вы меня можете поправить. Да, значит, сказала правильно. Итак, уважаемые коллеги, пойдем по порядку. Первое. Для того, чтобы провести тайное голосование, мы должны с вами сейчас публичным голосованием, простым большинством голосов, выбрать комиссию, которая будет организовывать эту комиссию. Да, выборы будет выбирать председателя. Итак, для первой комиссии, которая выбирается публичным голосованием, есть ли желающие, начнем с того? Можно предложение? Пожалуйста. От нашей фракции мы предлагаем. Пожалуйста, Олег Лутаев. Еще, пожалуйста. Так, комиссия, еще раз говорю, это не на председателя, не заместителя, не на членов комиссии. 3 человека, давайте. Михаил, не хотите? Нет, не хотите. Мы сейчас не говорим о председателе, это заместителя. Можно вторую? Пожалуйста. Дмитрий. Так, еще кто-нибудь 3. Должно быть как минимум. Александр, давайте. Уважаемые коллеги, доверяем коллегам провести тайные выборы председателя комиссии по голосованию. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Письменного представления по этому поводу не требуется. Все за. Уважаемые
члены первой комиссии. Все трое. Пожалуйста, Кирли вам в помощь. Начинающий процесс организации выборов председателей комиссии по голосованию. Члены первой комиссии не баллотировать. А теперь это автоматически Уважаемые депутаты, мы первый раз это делаем, да, поэтому все довольно сложно, уже сказали об этом длительно. Поэтому сейчас первый этап – это определение списка то есть вы делаете, все депутаты делают предложение для выборов председателя комиссии по выборам. Комиссия по голосованию. Да, комиссия по голосованию. Да, но сейчас мы выбираем не состав, а председателя. Поэтому сейчас вы все мы все можем предлагать свои кандидатуры в этот список. Все будет записано. Все правильно, только одна маленькая деталь. В том же законе, Олег, там написано, надо представить в письменном виде. Коллеги, я не думаю, что это будет какое-то нарушение, если мы в данном случае письменно напишем на доске. Но представление оформим потом. Представление потом оформим. Немножко нарушился. Нет, это не нарушение. Вам сделали специально. Да, прошу предлагать. Никто не хочет. Ну, со стороны третьей фракции мы предлагаем кандидатуру Раиса Карапетяна. Так он же не член. Нет, сейчас, это сейчас не эта комиссия. А может Сейчас не состав. Запишите, пожалуйста. Напоминаю, человек, который получает второй результат, становится заместителем. Так что, в любом случае. Еще, пожалуйста, коллеги. Я Олега Михайловича не знаю. Так он же Нет, Нет, мы что, имеем право. Это комиссия у нас нет. Гульнар, видите, такой комиссия. Пишите, пожалуйста. Пожалуйста. Когда можно еще тогда подпишите ваш Так, технология такая, мы сейчас идем эти фамилии, делаем бюллетени, потом приносим, распечатываем, ну и дальше все объясняем. Там же номер надо расписать, Олег. Мы будем голосовать. Там номер надо. Список сейчас. Это же бюллетень. Давайте сначала подпишем. Сначала. Все? Кандидат еще. Действие госсобрания парализовано будет. Не закрываем тогда? Да. Больше нет? Нет, закрываем. Закрываем. Кто за то, чтобы закрыть? Можно? Да, кто за то, чтобы закрыть список? Уже. Вначале созвонил. Сейчас. Все, тогда члены комиссии, первой комиссии, уважаемые депутаты, можно всех в зал вернуть? Олег, еще нововведение там стоит. Становись там. Я сейчас сам. Я это просто и говорю. Я думал, ты новое хочешь. Или что там. Сейчас будем бегать по тому. Мы будем по одному, сейчас. Еще одна комиссия. Хорошо, дальше. Уважаемые депутаты, мы сейчас должны вам продемонстрировать ящик, что он пустой. Эта процедура вам уже привычна.
Я не пропуск. Зеркало. Собрание нам на 10 разных начал. Так, уважаемые депутаты, пока клеится ящик, я объясняю дальнейшую процедуру. Значит, называется по списку фамилия, депутат выходит, получает бюллетень, за ширмой, в единственном числе он там находится, человек голосующий, голосует, ставит крестик, квадратик напротив фамилии, за кого он голосует. Олег, а можно вопрос? Да. Вопрос у нас по новому постановлению, да, часть 5 написано, что депутат должен поставить номер. Конкретно написано. Должен поставить регистрационный номер. Не крестик, а номер. Квадратик. Если же совсем блюсти, ну, грубо говоря, букву, то надо там номер ставить. Ну, давайте крестик ставить. Андрей, у нас номера там стоят 1, 2, 3, да? Тогда мы просто ставим в бюллетене цифру напротив. Ну, то есть, Фамилия, тут цифры. ну это уже какой-то как бы непорядочный. Коллеги, вы сейчас попробуйте, потом надо изменить в своем же положении, чтобы было удобно. Надо или, да. Да нет, цифры и так удобно. Кого мы сейчас выбираем? Вообще, честно говоря, удобнее и правильнее, когда написана фамилия, ставится, я понимаю, но мы, например, предлагали именно вот так. Да? Олег Рудольфович, я правильно понимаю, что предлагаете действовать Нет, я говорю, как мы раньше предлагали. И еще один вопрос. Мы ставим цифру напротив фамилии. Да. Что важна? Фамилия, первичный язык. Все, начинается. И то важно. Вот. Но у нас самое главное, самое главное, Не надо было. Может переделать бюллетень? Не надо. Не, ну чтобы потом никто не оспорил же. Переизбрать комиссию надо. Я не исправляю. Если против всех, по-моему, против всех это когда либо испорчены, либо ничего. У нас вообще графы нету по закону. Нет, не так, как хотите. Не за кого. Или пустой бюллетень. это будет действительно, если ничего не будет, действительно. Коллеги, Не, ну я считаю, что если крестик поставить, это нормально против фамилии, которая... Не, нормально, но это не подстава. Ну я понимаю, надо переделать. Ну или бюллетень переделать. Поставим цифру. Давайте цифру поставим напротив фамилии. Давайте цифру. Все, если комиссия это фиксирует, уважаемые, начнем с того, что у комиссии есть право. А где потом оспаривать решение комиссии? Вот давайте. Отпорный орган мы не создали. А надо было создать, Олег? Олег Рудольфович, Мы говорили, что не надо. Вместе с тобой же говорим, не надо. Есть предложение все-таки немножко более конструктивно, да, подойти к этому вопросу. Давайте не будем записывать. Хорошо. крестик ставим и все. Правильно, давайте крестик, все крестик, а потом надо дать переделать положение. Я обращу внимание депутатов. Волеизъявление должно быть ясным. У нас написаны имена и фамилии, и квадратик для того, чтобы поставить там свой знак. Ну, у нас до этого было ясно, в конце права. Один крест ставят. Один. Да, имеет право. Но у тебя один голос, Игорь. Ну, рисовать может 3 креста. Ну, понятно? Понятно. Тогда вызываем, кого вызывает, и подходит для получения бюллетеня. Да. И такой еще момент. Значит, один человек заходит за ширму, там голосует. Человек, который получил следующий бюллетень, стоит, ждет, когда он выйдет и бросит туда в ящик. А у нас Он выбросил туда для ящика. следующий заходит туда только после того, как оттуда выйдет дверь голосовавшего. На подоконнике можно? На подоконнике можно? Члены нашей комиссии. Олег, на подоконнике можно, пожалуйста? Там. Да.
Так, члены нашей комиссии, мы проголосуем в конце. Ну, я на подоконник хочу. Ну, спросите. Тогда, Марк, спросите тогда, можно или нельзя? Нет, ручка на подоконнике есть. А у нас не написано положение, какого цвета паста должна быть. Черная. Синяя лучше. Зеленый вам. Чтобы не было. Или красный. Если черный, то можно. А ну так и честно. Надо дать? Нет, ну ты самое. На балконе там вроде была, нет? Ручка там есть. Не задерживайте процесс, уважаемые друзья. Так, с другой стороны выходите, мужчина. Нарушение всего. Инна Дмитриева. Алевтина Ермакова. Как еще так? Александр Павел. Арай Картичан. Елена Кошинова. Василий Кашин. Валерий Кузнецов. Татьяна Лебедева. Игорь Малышев. Присутствует. Очень хорошо. Здравствуйте. Михаил Соколов. Андрей Жогов. Евгений Терентьев.
Там, наверное, замещающих членов тоже писать. Ну, тот заболели. Не решайте нас удовольствие. Так, процесс голосования у нас завершен. Мы должны вскрыть урну и почитать голоса. А вы-то проголосовали? Сами проголосовали. Мы сами проголосовали. Так, у нас всего было выдано 19 бюллетеней. 2 человека у нас отсутствуют. Вот. Количество бюллетеней в урне совпадает с количеством выданных бюллетеней. Мы удаляем себе подсчет. Видно? Что? Обычно мы всегда говорим, что считаем. Прям хотели расширить процесс более открытым. Хорошо, хорошо. Прозрачно максимально. Так, тогда мы рисуем, отмечаем. Считаем. 1, 2, 3, 4,
111. Раиса Карапетян. Олег Култаев 5. Раз, два, три. Александра Боротынская 3. Да, я прошу. Уважаемые депутаты, у нас протокол номер 1. Я его озвучу. Значит, комиссия в составе Олег Култаев, Александра Боротынская и Дмитрий Лец составляют следующие данные. На тайное голосование были представлены кандидаты Раиса Карапетян, Олег Култаев, Александра Боротынская. Всего было в голосовании 19 человек. Бюллетеней в урне для голосования было тоже 19. Испорченных, аннулированных и так далее бюллетеней 0 не было. И результаты голосования следующие. Раиса Карапетян 11 голосов, Олег Култаев 5, Александра Боротынская 3. В результате этого голосования председателем комиссии выбран Раиса Карапетян и заместителем Олег Култаев в соответствии с законом, вернее, положением о городе. Все. Уважаемые коллеги, мы с вами должны соответствовать. Похлопать? Мы должны утвердиться. Сначала Прежде чем предложение Раиса будем говорить, озвучить, коллеги, допускаю, что есть предложение, кто за одобрение, кто за похлопать одобрение протокола номер 1, прошу голосовать. Три конфорты. Решение принято. Раик, в соответствии с этим же порядком, как председатель комиссии, вы должны озвучить состав вашей комиссии. Во-первых, количественно, сколько вам нужно людей, во-вторых, их персоналей, да. При этом не забывайте, что, как везде, обязательно учет, в том числе и подразумеваемого пропорционального соотношения, чтобы, по крайней мере, не было перепутья. Ну, я так понимаю, мы должны видеть по очереди. Сначала количество. Давайте количество сначала. Ну, я думаю, я бы предложил 3 члена, как это было исторически у нас. Ну, вот я делаю предложение, а я думаю, что проголосуешь. Коллеги, покажешь свое мнение. Так, просто время, председатель комиссии по голосованию сделал предложение утвердить состав количественных течений, в количестве 3. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Второе предложение я бы сделал по поводу 3-го члена, так у нас все-таки есть положение, в нашем положении пропорциональность принцип заложен, то все-таки 2-й член, наверное, было бы правильно, если был бы 3-й, вернее, член из центристской фракции. Я бы предложил Инну. Инна, уважаемые коллеги, простым голосованием утверждается комиссия по голосованию. Итак, по выбору. Она не сказала по голосованию. Так как хочешь сказать по выбору, но голосование. Итак, состав комиссии 3 человека. Председатель Раиса Карапетян, заместитель Олег Култаев, 3-й член комиссии, также депутат. Кто за данное решение, прошу голосовать. Решение принято. Итак, уважаемые коллеги, напоминаю, комиссия начинает работать. Выборы почетного гражданина города Челомея, представление, сделанное Обществом охраны природы отделением Челомея, Владимир Алексеевич Миротворцев. Кто за то, чтобы этому человеку было присвоено звание почетного гражданина? Ваше волеизъявление в соответствии с законом тайным голосованием будет определять комиссия. Пожалуйста. Коллеги, можно минуту внимания? Игорь, постараемся быстренько провести голосование о почетном гражданину. Мы сейчас в соответствии с предложенным председателем госсобрания, мы сели, будь добра, напиши имя кандидата на звание почетного гражданина, присваиваем номер 1, соответственно, тогда те депутаты, которые за, ставят циферку 1, выйдите. Ну, соответственно, Нет, это просто нет, никто не ставит, то есть
В моем понимании, это значит, если бюллетень спикерки не будет, или будет какая-то другая, или что-то другое, то бюллетень будет признан недействительным. Нет, крестик ничего не будет. Вот единичка. В данном случае крестик будет как бы ошибка. Надо спросить единичку. А если нет? Если ничего не написано? Значит, он ничего. Значит ничего. Он будет действительно бюллетень. Да, он недействительный. Ну, если будет недействительный. Один за проголосовал, нет, надо недействительный и... Нет, должно проголосовать большинство, Большинство от присутствующих. от присутствующих. То есть 10 человек должно проголосовать за. Ясно. А остальные? То есть Минимум, 9, минимум. то это... Значит не проходит. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не проходит. Пожалуйста, Валерия Абрамович. Командный голос оставили. Надо отрабатывать. Олег, вы следите за людьми. А то это веселье какое-то у вас нездоровое. Александр Выполняйте Братович. свои функции. Они празднуют свое назначение, да. По правилам. Первый раз. Расставляйте всегда. Кому не мешает? Василий Корчагин. Следующая Татьяна Дмитрий. Игорь Малышев. Олег Рудольфович, вы провоцируете нас с участием вдвоем сами голосования. А у нас Рай Карпетян за этим председатель комиссии. Порядок. Председатель комиссии зачем следит? Провоцирует. Какой?
Все проголосовали? По крайней мере, все 8 бюллетеней. Давайте, давайте. Может потом, после протокола? Протокол интригу создадим до конца. А? Давайте доверим комиссии, скажем, ну, чтобы здесь мы еще результаты не знали. Почему? Интереснее-то. Да нет, даже мы выбирали, считали, что нам присутствует. Как не нарушать правила? Это не прописано. Не прописано. За 6, 7, 7. 12. Коллеги, ждем для протокола. Пока нет, это все равно, пока информацию не буду давать. Нет. Хотя все равно пока будет что-то времени терять. Елена Николаевна, что господину Миротворцу, Уважаемые коллеги, обычно, когда вообще сложившейся традиции по нашему порядку есть в течение года два мероприятия.
на которых вручается этот знак. Заказывается определенная такая табличка. Во-первых. Во-вторых, это существует денежное покрытие, или дотация, или пособие, как хотите, премия, которая почетному гражданину один раз выдается в сумме 1000 евро. То есть, поскольку это было не в преддверии не республики, не в январе-феврале, а сейчас, то второй день это день рождения города. Обычно две даты. Или на день рождения республики, или на день рождения города. Сейчас Сирля, как референт, она докажет соответствующую медаль. Регалии, да. Я не знаю, как это назвать. Памятный знак. Или, наверное, памятный знак. И день празднования Дня города, сразу вам скажу, себе тоже планировать. Это будет 29-е, 30-е, там будет 3 дня. 29-е вообще по закону вообще, на самом деле официальный день города Соломея действительно 29 июня. Именно в этот день его присвоили статус. Иногда бывает у нас сдвигается, но вот именно 29 в этом году. Так что будет вручаться и этот знак почетно, и торжественно, и кроме этого будет перечислено в соответствующем сумме. Сразу просто вам еще скажу, что, уважаемые, в мае месяце обязательно, не забудьте, что есть еще старатели, но 25-26 коллективы у нас приедут из Беларуси, из Украины, из России, из Эстонии, из разных уголков, так что обязательно приходите, обязательно смотрите, вход бесплатный, все 2 дня, здесь в ДК с 25 вечера, в 5 вечера начало, и в субботу 12 часов открытия, шествие, потом целых 3 часа большой концерт в спорткомплексе. Так что приходите, это обязательно. Раз в 2 года бывает, бесплатно вообще не всегда. Так что детишек берите, мамам, папам, если живы, говорите им, обычно всегда это очень много. О будущем заседании городского собрания. Уважаемые, 31 числа, последний четверг этого месяца мая. По нашему положению у нас заседание проходит или в последний вторник, или в последний четверг. В этот раз последний четверг. Договоренность есть представительная фото. И предлагается по традиции, обычно раз в год весной мы едем в наши портовые, как говорится, далее смотреть, что сделано за этот период. Мы не были там уже не год, а почти 2. В прошлом году это не случилось, но обычно всегда это бывало. Так что, может, это вообще никогда не было. Планируйте себе, что 31 мая наше заседание начнется с поездки. То есть 2 часа на автобусе. Мы поедем сначала в порт, где представители порта расскажут и о том, что сделано, и о том, что будет сделано, и то, что планируется, что этому мешает, что этому помогает. Вообще информацию надо владеть. А после этого мы вернемся и закончим уже заседание городского собрания здесь. Все здесь будет стоять, и просто нас можно будет продолжить. Так что скажите, если вдруг не можете, чтобы вас не ждали 2 часа, но это будет через месяц, информацию все равно еще всем дадим. Так, что касается прошедшей учебы, которая прошла, если, сразу вам скажу, если есть желание, все до одного материала, которые были там, нам представили на эстонском языке, скажите, кому нужно в данной ситуации, кого это интересует, мы вам это перешло. Можно теперь послать вообще всем. В конце концов, не нужно будет, уберите. Давайте сделаем так, не будем спрашивать. Давайте всем. Да, давайте пошлем всем, и сами смотрите, что там не только теоретическая там часть, и в том числе и таблицы кое-какие есть, правда, даже сложности с языком, все равно понятно, что там. Но если будет нужда, так расскажем. Да, что как-нибудь. Нет, оттуда будет, наверное, вещать. Уважаемые коллеги, протокол номер 2 на сегодняшний день, и который говорит нам о том, что почетным гражданином большинством голосов выбран Владимир Козлов. Можно поздравить? Уважаемые коллеги, давайте проголосуем, а потом... Да, сначала. Я не буду повторять, пошел. Я предлагаю 2 раза потом. Да. Уважаемые коллеги, мы должны с вами утвердить этот протокол. Так, протокол номер 2. Почетное звание почетный гражданин города Соломея 2018 года. Так? Да. Оно представляет Владимир Алексеевич Миротов. Кто за принять утверждение данного протокола? Протокол утвержден, теперь можно и закончить.
Следующее заседание городского собрания состоится еще раз 31 мая, это четверг. Начнется она с 2 часов с поездки в порт, автобус будет стоять здесь. А после поездки, после экскурсии, после того, что мы там увидим, вернемся сюда и продолжим заседание. Так что себе планируйте. Заседание закончено. Всем спасибо. Всем спасибо.